Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды с 15 апреля по 30 мая по всей России проводится рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. Сколько инициатив участвует в конкурсе и как преобразится столица благодаря благоустройству общественных пространств. Гость студии сегодня Семен Сергеев, главный архитектор окружной администрации города Якутска. Семен Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько объектов представляет город Якутск на голосование, какие это проекты и как преобразится столица нашего региона после того, как они будут реализованы? Ну, в целом рейтинговое голосование проходит каждый год, то есть жители сами выбирают очередность строительства какого-то объекта в городе Якутске. И мы в этом году представили на рассмотрение жителей 5 проектов. Соответственно, это три набережных и 2 сквера. Набережное озеро Сайсара – это вот наше священно-историческое значимое озеро, вокруг которого будет полностью благоустройство. Вторая набережная – это набережная Романа Дмитриева. Это вот участок от площади Победы до острова Хатыстах на 202 микрорайоне. И третья набережная – это набережное озеро Теплое. Там отрезок от моста до моста напротив СВФУ университета со стороны Залога. А там по инициативе Кобяльского ЛУСа по произведениям Тимофея Сметанина будет сквер Лаокут-Нюргугун. Это по названию, да, это сквер влюбленных. Ну и 2 сквера – это сквер имени Федора Кузьмича Попова на пересечении улиц Федора Попова и Дзержинского. И сквер строителей – это на улице Ефима Жарницкого, это вот наш знаменитый строитель, как раз-таки этот сквер располагается вот на этой улице, рядом с Кольцевой, на пересечении улиц Пирогова и Жарницкого. Ну вообще, как проводится голосование, кто может принять участие? Голосование проводится в онлайн-режиме, это федеральный сайт «За город среда». Соответственно, каждый регион имеет свое направление. По номеру региона 14.город среда. То есть по ссылке или по поиску любой житель набирает вот этот поиск, заходит в этот сайт и по сайту ведет прямо к голосованию. Конечно, требуется небольшая авторизация через госуслуги, но для голосования буквально требуется 1 минута. Очень простой способ голосования, очень наработанный механизм, поэтому любой может спокойно проголосовать. Главное, надо захотеть. Какие общественные пространства появились в Якутске в прошлые годы благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды? Ну, конечно, мы понимаем, да, что все крупные объекты у нас могут появиться только за счет федеральной программы «Комфортная городская среда». Потому что объемы финансирования очень большие. Местный бюджет вот такой объем финансирования у себя не сможет изыскать, конечно. Поэтому вся надежда вот на такое финансирование. И последние объекты, которые у всех на виду, это вот набережное озеро Талое. Вот очень хорошая благоустроенная территория получилась. Сами видим, да, сколько там людей, детей, подростков, да, собираются. Вот такие крупные объекты, они вот как раз-таки по этой программе идут. Ну и предыдущие годы были сквер ямщиков на автодорожном округе, сквер землеустроителей в промышленном округе. Ну и все большие наши вот крупные скверы, например, как Ворота Якутска, Труженики тыла, Бульвар Учителя. Вот все они были в предыдущие годы построены за счет этой федеральной программы. Вот вы назвали 5 общественных пространств, которые участвуют в голосовании в этом году. Расскажите немножко подробнее, как они будут выглядеть, какие дизайн-проекты, кто их разрабатывал? Ну, я хочу в первую очередь остановиться вот на крупном проекте. Вот набережное озеро Сайсара. Это вот в 2017 году еще город Якутск попал в программу Минстроя России для разработки на бесплатной основе дизайн-проектов. Институт «Стрелка», город Москва, они разработали всем городам дизайн-проекты и представили на условиях того, что республика, город должны реализовать эти проекты. То есть в последующем разработать проектную документацию, ну и, соответственно, построить. И этот проект охватывает полностью всю территорию вот, набережной. И вокруг должны быть пешеходные дорожки, велодорожки.
На сегодняшний день вокруг этого озера, да, невозможно пройти пешком, потому что перекрываются какие-то участки, нет пешеходного моста рядом вот с большим мостом, да, и движения как такового вокруг не существует. Ну, проводятся какие-то мероприятия вот в зимний период, да, проводы зимы, там какие-то открытия Дети Азии проходили, да, и нет вот таких пространств, где можно вот развернуться с какими-то вот хорошими большими мероприятиями. Ну и предложили вот на территории расположить несколько точек притяжения. Первая точка притяжения – это, конечно, сквер Матери, да, существующий сквер Матери. И вторая точка притяжения – это рядом спорткомплекс «Триумф». У него там есть большая площадка, которая должна превратиться в спортивную зону. При этом эта спортивная зона имеет несколько площадок, в том числе баскетбольную площадку. То есть эта баскетбольная площадка будет располагаться вместе с парковкой. Соответственно, в период проведения мероприятий эта площадка будет использоваться для парковки. А в период, в обычные дни, это будет спортивная площадка. Соответственно, там установлены и другие тренажеры, и относительно концепции там расположены тренажеры именно национальных видов спорта. Например, тренажер Коркина там, ну и другие арт-объекты. Но в то же время там еще есть вот такие вот событийного направления зоны, да, это вот, например, аллея спортивной олимпийской славы. Там, где будут увековечены вот наши знаменитые олимпийцы, участники Олимпийских игр, да, и вся эта территория как раз-таки будет выходить на озеро Сайсара. Соответственно, там будут спуски, организованные подиумы, да, для того, чтобы молодежь там могла посидеть рядом с озером, выхода на озеро. Ну, и вокруг, конечно, будут тротуары и какие-то малые архитектурные формы. На сквере Матери запланировано устройство павильона, потому что каждое общественное пространство оно должно жить, да, а если люди гуляют вот на сквере, соответственно, они где-то должны подкрепиться, покушать, детские площадки там будут. То есть с обеих сторон озера будут организованы вот такие вот точки притяжения. Но если говорить о новых объектах, например, набережная Романа Дмитриева, какой планируется сделать ее? Набережная Романа Дмитриева тоже носит спортивный характер. Также будут вело и пешеходные дорожки. Соответственно, она будет еще концептуально продолжена в сторону пляжа. То есть мы предложили проектировщикам, чтобы решение было комплексное, потому что вот со стороны пляжа тоже быть стилистически это все должно быть связано с этим проектом, и оно должно протянуться аж до 203-го микрорайона, до зданий парусов и так далее. Да, вот рассматриваются вопросы набережной вот, вдоль реки Лена, да, и вот эта вся система набережной, она должна соединиться как раз-таки вот с этим проектом. Ну и в рамках вот этих предложений, да, остров Хатыстак, он должен преобразиться в зону отдыха, которая не будет подтапливаться. Соответственно, вот через эту набережную наши граждане будут проходить вот в этот парк, который будет работать постоянно. То есть это такой большой комплексный проект получается, да? Да, большой комплексный проект, который объединяет полностью всю набережную. А если взять территорию Северо-Восточного федерального университета, да, вот вы говорите, на озере Теплое, что расположится там? Это такое тоже значимое место для молодежи. Озеро Теплое, как видите, она была благоустроена еще в далекие времена, и со временем, конечно, состояние ухудшается. Поэтому необходима полная реконструкция, но при этом сделать полную реконструкцию вот вместе с другими объектами, конечно, нет возможности, поэтому идем уже отдельно кусками, где выходят инициаторами вот сами тоже граждане, да, инициативная группа. И между двумя мостами вот будет располагаться этот сквер. Вот в предыдущие годы на этом участке появились вот два сквера. Сквер молодежи в левую сторону и в правую сторону это сквер выпускников. Соответственно, вот эти небольшие вот эти участки, они в последующем будут объединены в одну цепочку.
Ну и сама идея этого сквера, она очень интересна, она связана с молодежью, поэтому вот в общей картине должен быть такой участок, который тоже будет собирать наших жителей там рядом, возле воды. Мгм. Немного поговорим о голосовании для того, чтобы получить федеральное финансирование. Нет, на данный момент сколько граждан уже приняли участие в голосовании, какой проект лидирует и сколько общественных пространств должны отобрать жители? Так, ну, в целом, по Российской Федерации, вот я, как уже говорил, да, идет общее голосование, и для каждого региона устанавливаются вот критерии в рамках нацпрограммы. Для Республики Саха-Якутия установлена квота 65 тысяч голосов. Соответственно, эту квоту 65 разделили каждому городу, 17 населенным пунктам, по 14% голосующих. То есть у нас в городе Якутск 278 голосующих. Из них, получается, 14%, 38 тысяч населения должны дать свои голоса за или какой-то сквер. Да? Поэтому на сегодняшний день мы по итогам мониторинга видим, что проголосовали чуть больше 8 тысяч жителей. Соответственно, мы очень отстаем, поэтому вот просьба жителям поддержать, дать свои голоса, чтобы в дальнейшем вот наш победивший проект может претендовать на федеральное финансирование. Вопрос такой острый, поэтому огромная просьба жителей города Якутска не стоять в стороне и поддержать своим голосом. Ну а какой проект лидирует? Ну, на сегодня места распределены вот я вижу, что по размерам, да, вот, конечно, крупный объект, он лидирует, видим, что люди поддерживают этот проект, он набрал больше 4000 голосов. Да? Это проект какой? Проект набережное озеро Сайсар. Второе и третье место, они распределены почти одинаково. Больше 1000 голосов набрали набережная Романа Дмитриева и набережная озеро Теплое. Ну и два сквера, это вот Федора Кузьмича Попова и строители, они набрали чуть больше 500 голосов. То есть, в принципе, все они рядом, да, есть процесс соревнования, поэтому каждая группа, она должна в эти оставшиеся 10 дней набрать еще больше голосов. А что будет, если мы не наберем нужное количество голосов, тогда не будет финансирования? То есть дальше, после голосования, каждый проект, он проходит конкурсную процедуру. То есть Управление архитектуры республики собирает заявки, и в том числе по критериям оценивается вовлечение граждан. Поэтому мы, если хотим получить у себя финансирование, соответственно, мы должны дать больше голосов. Ну, у нас остается очень мало времени. Сделайте, пожалуйста, последний призыв. Действительно, это голосование нужно нам всем горожанам, всем жителям Якутии. Где голосовать, напомните, пожалуйста. Так, конечно же, на сайте 14.город-среда. Мы все вместе должны сделать наш город благоустроен, лучшим городом на вечной мерзлоте. В первую очередь мы должны обеспечить комфортное проживание жителей, наших детей, наших внуков, ну и всех граждан, которые проживают у нас на территории города Якутска. Поэтому просьба, поддержите, дайте свой голос за то, чтобы наш город был красивым, благоустроенным и комфортным. Семен Афанасьевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Но будем надеяться, город нас услышит и активно проголосует в это оставшееся время. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.